Необычная книга может появиться на прилавках Татарстана «Тюркско-мусульманская Камасутра». За описание метод взялся известный этнограф и историк татарского народа Дамир Исхаков. Он готов раскрыть тайны взаимоотношений между мужчиной и женщиной в традиционном татарском обществе. Эта идея вызвала ощутимый резонанс среди мусульманской республики. И многие имамы, лидеры общественных организаций против того, чтобы появилась подобная Камасутра. Готов ли автор остановиться и почему общественность против, выяснял Нияз Рахман. Если заглянуть в историю, скромность и воспитание для татарского народа всегда стояли на первом месте. Девушки с парнями разговаривали, закрывая часть лица. И даже сама мысль о сексе считалась большим грехом. У нас во многих случаях даже религиозные деятели не знают, что было в исламском мире. Известный этнограф татарского народа Дамир Исхаков думает иначе. Он собирает материал, изучает древние книги мусульманского мира. По его словам, Камасутра должно быть не только у народов Индии и Китая, но и у татар. Я отчасти взялся за работу, чтобы вернуть то культурное наследие, которое тюрки и мусульмане имеют еще с средневекового периода. Это очень большое наследие, результат взаимодействия огромных цивилизаций, скажем, индийской, китайской и тюрко-мусульманской цивилизации. Изучение восточных книг дает много пищи для размышлений, говорит историк. Есть книжные раритеты, в которых есть изображения мужчины и женщины, хотя по закону ислама это запрещается. Одним словом, следы Камасутры можно найти во многих восточных изданиях. Знай, о визирь, Аллах добр к тебе. Если хочешь соития сладкого, чтобы равной доли доставить воюющим в мире достаточно, ты прежде всего взволнуй женщину поцелуями. Вот только с таким мнением не согласны духовные лидеры Татарстана. Возможное появление татарской Камасутры у многих вызывает недоумение. По мнению имама мечети Марджани Мансура Джаляльдина, такое недопустимо для татар. Что такое татарская Камасутра? Но это, понимаете, и со стороны точки религиозного деятеля, или же просто со стороны религии, это вообще запрещено. То есть всегда татарский народ, он был очень скромный. Эта новость сильно возбудила и мусульманские женские общественные организации. Альмиру Адиатуллину многие называют Окаби – бабушка в платке, символ чистоты и порядка. По ее мнению, татарам эта книга не нужна. Татарский народ не нуждается, это, если по-русски говоря, по сексу. Это мой народ, знаменитый, самый умный народ, населяющий Татарстан и во всем мире. Они никогда сексом не занимались. Такому же мнению придерживается и в Центре создания семьи Ханума. Они уверены, что брак у татар будет крепким и без сексуальной литературы. Мы основываем свою деятельность на том, чтобы люди выбирали себя духовно. То есть они полюбили друг друга. Если действительно в взаимоотношениях пары будет искреннее чувство, то никаких проблем у них не возникнут. Сам же Дамир Исхаков с таким мнением не согласен. По его словам, многие просто неправильно поняли задумку автора. В татарской Камасутре будет много полезной информации и совсем не сексуального характера, даже народная медицина. Нам необходимо показать и современным мусульманам, что в их культуре есть очень ценные вещи, которые были разработаны в период наивысшего расцвета мусульманских тюркских обществ. Мнение казанцев тоже разделилось. Кто-то против, а кто-то с удовольствием готов заглянуть в учебник любви. Нет, мне не нужно. Без этого всю жизнь жили. И думаете, это они могут обойтись, что ли, без этого? Не знаю даже. Может, надо. На мой взгляд, нет, в этом нет необходимости. По словам Дамира Исхакова, книга рано или поздно появится. Возможно, будет называться «Махаббатнама». Вот только пока трудно представить татарскую Камасутру на одной полке с книгами Габдулла Тукая, Гаяза Исхаки, Дардаманда. Нияз Рахман, Ленар Хузи Ахметов, Игорь Романов, столица.